Башкирские спортсмены выступили на Всемирных играх кочевников. Давайте обсудим, какие результаты, с каким успехом вернулись наши спортсмены. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рустам Зиякаев, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан и первый вице-президент Всероссийской Федерации этого же вида спорта. Рустам Ильгамович, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте подведем итоги выступления наших спортсменов по борьбе на поясах на Всероссийских играх. Первый вопрос: сколько медалей завоевали? В целом сборная выступила хорошо, отлично даже, да, учитывая то, что виды спорта, виды борьбы были, там не было нашей борьбы на поясах. Мы ездили бороться по казахской борьбе, казах-курес называется, по киргизской борьбе называется алыш, и по турецкой борьбе называется абу-гуреш. Но с поставленной задачей, я думаю, наши борцы на поясах справились, и 11 спортсменов поехало, именно наших борцов, и 8 медалей привезли. В составе сборной команды России выступали, была сформирована такая сборная со всех регионов, и 11 спортсменов были с нашего региона. Это получается, практически каждый спортсмен завоевал награду. Практически, да. Ну вот вы сейчас говорите немного удивительные вещи, да, что выступали в видах борьбы, которые незнакомы по сути, да, это киргизская, кыргызская, турецкая, в том плане, что мы все понимаем, что у каждого народа есть свой вид борьбы народный, они немного где-то похожи, где-то есть различия, но вот в современном мире все-таки для спорта, да, это, наверное, определенный риск, чтобы поехать и выступать в таком незнакомом, мягко говоря, виде спорта. Ну, как незнаком? Эти всемирные игры кочевников проводятся 5-й раз, 5-е всемирные игры кочевников. Первые были в Киргизии, вторые тоже в Киргизии, третий тоже в Киргизии, 4-й были в Турции. Вот 5-й взяла на себя Казахстан. На первых 3 мы участвовали тоже. Турции не смогли участвовать из-за пандемии. Но вот на 5-е всемирные игры поехали, отборолись. Поэтому 80% из этих борцов уже знакомы с этим видом борьбы, с национальными видами. И поэтому для них было это не новшество. Поэтому были подготовлены. Целый август тренировались именно по этим видам борьбы. Поэтому вот такой результат. А как тренировались, в смысле, есть теоретическое представление, есть немного практики, да, в этом виде, и вот исходя из этого опыта уже занимались, верно? Ну да, вот если взять казах-курес, она очень сильно похожа на наш вид спорта самбо. Также борется в кимоно, в шортах. У нас борцы на поясах, у многих базовый вид спорта является дзюдо-самбо, поэтому для них легко было. Кто до борьбы на поясах занимался дзюдо-самбо, с ними тренировались по казахской борьбе. Киргизская борьба, она очень похожа на нашу борьбу на поясах, да, в принципе одинаковые правила, чуть-чуть отличаются. Вот, с ними тренировались по борьбе на поясах, по киргизской борьбе. Турецкая борьба — это, так скажем, чуть-чуть сложная борьба для нас, но все равно выступили. Медалей нету по турецкой борьбе, но хорошо выступили. А чем она сложная? До этого тоже выступали, были медали. В 2018 году у нас было 2 медали по турецкой борьбе, но сейчас чуть-чуть не получилось. И состав сильный приехал, поэтому чуть-чуть не повезло, надо тренироваться. 11 спортсменов сборной Башкортостана, в составе сборной России из Башкортостана отправились на Всемирные игры кочевников. Какой это состав был? Были опытные спортсмены или молодежь? Но хотя вы говорите, что это люди уже, которые выступали, да, на этих играх кочевников, но были и дебютанты наверняка. В принципе, какой состав поехал? У нас женский состав был у нас основной. 55 килограмм у нас Алена Фатыхова, это наша заслуженный мастер спорта, 3-кратная чемпионка мира, ведущая спортсменка республики, пока на протяжении 5-6 лет в России самая сильная считается по поясной борьбе. На 60 килограмм у нас, так скажем, с декретного отпуска вышла наша Елисеева Камила. Она тоже восстановилась, поехала, заняла бронзу после длительного 3-годичного отпуска, так скажем. Алина Пухова, 65 килограмм представлял, тоже наша 3-кратная чемпионка мира, победительница игр БРИКС, в этом году Казани выиграла. И наша Тяжих, молодая, самая, 2006 года она, ей 18 лет только, Кусаева Замират, тоже заняла и по казахской борьбе, и по киргизской борьбе бронзовые медали. У нас основные
в принципе, поехали. Как бы, кроме этих девушек у нас представители были из Татарии, Челябинска, с Москвы, ну, в составе сборной России. Но как бы основной состав были с Республики Башкирия. Из ребят уж тоже наши основные ребята, это наш Артур Зулькарнаев. Он боролся у нас по киргизской борьбе. Проиграл в полуфинале киргизу, как бы по их же борьбе, поэтому занял 3-е место, бронзовую медаль. Поехали братья Баляновы. Вот, Балянов младший занял и по казахской борьбе, и по киргизской борьбе бронзу. Чуть-чуть как бы было и заслуживание со стороны хозяев. В полуфинале он встретился со спортсменом из Казахстана. Как бы, ну, чуть-чуть несправедливо было. Ну так, бронзовую медаль занял. А тот спортсмен из Казахстана, он стал уже чемпионом, да, в этой весовой категории. Также у нас в составе сборной был Дмитрий Балянов. Как бы 8 месяцев не тренировался после операции на голеностоп. Как тяжелая операция была, но восстановился, поехал. Ну, на 4-м круге встретился представитель Монголии, кому он в 2018 году проигрывал. В финале проиграл как раз по этой же борьбе. Смог его выиграть, но уже на полуфинал с казахом не остались силы. Как бы именно во время борьбы с монголом, опять же, была травмирована эта нога, поэтому чуть-чуть помешала вот эта травма. Ну вот мы, в принципе, привыкли, что у нас борцы на поясах всегда выигрывают, да. Бронза это уже, ну да, бронза это бронза, но в основном вы всегда привозите золотые медали, а здесь только одно золото. Я нисколько не умаляю ваших успехов, но тем не менее, почему? Ну, если была борьба на поясах, как бы, да, конечно, были бы побольше золотых медалей. Но я считаю, что ребята все равно справились, да, как бы, в принципе, почти каждый приехал с медалью. Да, не по их борьбе. Этих видов борьбы у нас нету в России. Они не признанные, как бы, и даже не борются по этой борьбе. А мы, как бы, у себя в зале, как бы, вот, подготовились, так скажем, все равно молодцы. Ну, просто я к чему это веду? Вы сказали, и в статусе у себя опубликовывали гневные сообщения о том, что засуживают. Не объективное судейство было? Ну, именно вот по казахской борьбе, да, казахи, как бы, были основными судьями, обслуживали. Как бы, да, вот встреча я вот с Баляном Виталием сказал, да, и в финале вот наша Алина Пухова, как бы, была, так скажем, намного сильнее представителя Казахстана, но чуть-чуть судьи поддержали свою представителя, так скажем, хотя могла выиграть золото наша. Если, так скажем, был бы нейтральный судья и проводилось бы в другом месте, там, в другой стране, наша, конечно, Алина была бы чемпионкой. А по казахской, по киргизской борьбе уже все было честно. Кто какую медаль занял, как бы все это, ну, кто насколько подготовился, так скажем. Но тем не менее, вы завоевали, как мы уже не раз отмечали в нашей программе, что почти каждый спортсмен приехал с медалью. Это уже дорогого стоит. Дмитрий Балянов, да, это отдельные аплодисменты. Человеку 40 лет, он до сих пор борется, еще и после травмы вернулся, еще и перерыв был 8 месяцев. То есть это вообще достойно, в принципе, что вернулся на ковер, это, наверное, уже отдельные похвалы. Ну, теперь, какие следующие старты? Ну, следующие старты у нас уже все российские старты прошли. Как бы, кто отобрался в сборную России, будут уже выступать на международных соревнованиях. Первое международное соревнование это у нас вот в Узбекистане 10-15 октября. Наша юношеская сборная уже именно по борьбе на поясах направляется в город Нукус, Республика Узбекистан, где будет первенство мира среди юношей и девушек 15-17 лет. Следующее мероприятие у нас Кубок мира. Оно пройдет в Таджикистане, город Худжант. Тоже вот основная наша сборная, уже мужчин и женщин будут там в составе сборной выступать на Кубке мира. Чемпионат мира в этом году будет проводиться у нас в России, в городе Казань. Да, это будет в ноябре месяце сначала. С 1 по 10 ноября сборы пройдут в сборной России. Оно, кстати, будет в нашем новом дворце. Я думаю, это будет первое мероприятие этого дворца борьбы. Именно вот по нашему виду 60 человек из разных регионов нашей России прилетят и будут готовиться на чемпионат мира. Вот. И на декабрь запланирован чемпионат Европы и Молдовы в городе Кишинев. Вот такой календарь насыщенный. Да, поэтому... определенно. Вы еще говорите о том, что у нас и первенство будет. А вот как у нас всегда на слуху, да, имена наших, вот и Фатыховой, и Пуховой, вот, Артур Зулькарнаев, конечно же. А вот есть у нас молодые такие перспективные ребята, борцы?
Молодые тоже есть у нас, да, перспективные, которые уже борются и среди юниоров, да, и среди уже перешли. Вот у нас Олимпия Махьянова есть из города Белорецка. Она борется и по юниоркам, и борется и по женщинам. И по женщинам в сборную России входит, и по юниоркам входит. Вот она будет бороться в этом году и на Кубке мира, и на Чемпионате мира, и на юниорском мира. Как бы есть и молодые ребята, которые тоже в состав юниорской сборной вошли. Ускамбаев Денис, Илья Сухоруков. Такие молодые ребята. Это 2005-2006 год, 18-19 лет. Также Замират Кусаева тоже вошли и туда, в юниорскую сборную, и уже во взрослую вошли. Как бы есть на кого положиться, так скажем. Отрадно, что вот в федерации выстроена эта работа. Я правильно понимаю? Вы, как сам борец в прошлом, понимаете, как нужно выстроить систему. Получается, вот именно свои спортивные знания сейчас уже почти как функционер руководить. Ну, я думаю, получается. Конечно же, это команда. Да, одному как бы все равно тяжело было. Ну, в этой федерации я уже с 2010 года как бы потихонечку вот шли. По каждому направлению у нас есть свой специалист, кто занимается судейским корпусом. Есть старшие тренера. И вот старший тренер по юношам есть, по юниорам. И женский вот старший тренер у нас Альфия Алимгужина. Тоже, кстати, с нами ездила. Секундирует наших девушек. Поэтому, я думаю, работа поставлена. Но это работа наша общая, нашей команды. И вот четвертый раз ездим на эти всемирные игры. Именно наша федерация как бы ставит такую задачу собрать команду. Не другим федерациям, а вот именно наша федерация борьбы на поясах, чтобы мы собрали команду по всем вот этим видам борьбы. Поэтому, я думаю, это многого стоит, доверять, значит. Ну и вот вы говорили о том, что сборная России будет готовиться к предстоящему чемпионату страны на базе Дворца борьбы. Стало быть, основной состав все-таки в этом центре борьбы найдется место и для борцов на поясах. Да, и у нас есть отдельный зал, как бы огромная благодарность нашему главе республики Ради Фаритовичу и нашему министру спорта Руслану Тагировичу, да, то, что именно не просто дворец построили, а именно вот у нас отдельный зал, да, который состоит из 4 ковров борцовских. Есть трибуны на 250 человек, есть игровая зона. Именно в этом зале будем как бы мы находиться, тренироваться, и игровые дни проводить, и свои уже региональные соревнования как бы можем там проводить. Я думаю, даже юношеские соревнования первенства России можно там проводить, потому что и площадь позволяет, и условия позволяют. Спасибо огромное, что несмотря на то, что только вернулись с соревнований, уже готовитесь к следующим, что в принципе, наверное, у руководителей федерации очень много забот, нашли время, пришли, рассказали о том, как выстроена работа. Это действительно отрадно, и отрадно, что и сборная России приедет к нам сюда, в Уфу, для того, чтобы подготовиться к чемпионату страны. Это тоже очень дорогого стоит. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.